Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. 447 заявлений лиц, пострадавших от стихийного бедствия в Гагарском районе, одобрено. Тревожный сигнал: в 14-й русской школе города Сухум не оказалось абхазоговорящих детей. Какие ожидания от осенней поры в турсфере и почему туристы выбирают именно это время для отпуска? Авторский проект Ирины Агрба о свидетелях и участниках страшных событий Отечественной войны народа Абхазии зазвучал на русском языке. – 447 заявлений лиц, пострадавших от стихийного бедствия в Гагарском районе, одобрено. Все они получат компенсацию в зависимости от нанесенного стихией ущерба. На данный момент помощь получили 327 семей на общую сумму более 52 миллионов рублей. Президент Аслан Бжаня провел встречу с главой администрации Гагарского района Юрием Хагуш, который рассказал о ситуации в районе и работе по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 9 июля. Юрий Львович, проинформируйте о мерах, которые предпринимает администрация города Гагра по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий подтопления. Что делается? В результате стихийного бедствия в районе 9 июля пострадало 3 села, 1 поселок и частично город Гагра. Это село Удза, село Авахадзы и село Колхида, поселок Бзы и город Гагра частично. В этот же день был создан оперативный штаб по ликвидации стихийных бедствий. Более 1200 домов было подтоплено. И также принимали участие сотрудники МЧС днем и ночью. Ликвидации последствий, да. Принимали участие сотрудники МЧС, круглые сутки работали. 10 июля в пострадавших селах работала вся имеющаяся техника в районе. Также параллельно была создана комиссия по оценке ущерба, нанесенного жителями пострадавших населенных пунктов, в которую вошли заместители главы района, главы администрации сел и депутаты районного собрания. Комиссия сделала подворовой обход, зафиксировала все данные, в администрациях были начаты прием заявлений от граждан. Комиссия определила степени и суммы материальной помощи. Принято заявлений 467, одобрено 447. 28 заявлений рассмотрены и расценены комиссией как гостевые дома, занимающиеся коммерческой деятельностью. 16 заявлений от лиц, не имеющих гражданства Абхазии. Это мы отдельно уже будем с ними выделять им сумму. По бюджету не получается оказать им помощь. Значительную помощь оказали предприниматели района. Так, на спецсчета пострадавших сел перечислили средства в размере 15 миллионов рублей. Эти и бюджетные средства были направлены на оказание материальной помощи пострадавшим селам, семьям. На данный момент помощь получили 327 семей на общую сумму 52 миллиона 426 тысяч рублей. Максимальный предел единовременной помощи по первой категории наиболее пострадавшим составляет 500 тысяч рублей. Еще на очереди ожидают помощь, которая в ближайшее время будет оказана 120 семей на общую сумму 8,5 миллионов рублей. С первых дней была начата работа по ликвидации последствий стихии, расчистки дорог, русел, рек или каналов, вывоз ТБО, восстановление линии электропередач. Это своими силами в районе около 3 миллионов рублей было на это тоже потрачено, помимо тех сумм, которые вы выделили с резервного фонда. Администрация района на эти работы затратит 2 миллиона 617 тысяч рублей. Также предприниматели и жители села Алдза оказывают также помощь администрации села в расчистке канала. Это самостоятельно, внутри бизнесмены, предприниматели, видя, что происходит вокруг, помогают селу. В общей сложности на стихийное бедствие обойдется 60 миллионов 920 тысяч рублей. Ликвидация последствий. На ликвидации последствий, да. Сколько? 60 миллионов 924 тысячи рублей.
В селе Это Псахара, то, что ложится на нагрузку на бюджет Гагрского района. района. Да. В селе Псахара пострадало 75 человек, было выделено 76 человек, было выделено 15 миллионов 224 тысячи рублей. Один человек остался без, выделят ему 100 тысяч рублей, в размере 100 тысяч рублей. Город Гагра пострадало 83 домовладения. Выплатили 11,5 миллионов рублей, 26 человек ждут помощи в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей. В селе Лдза 42 человека пострадало, выплатили 8,5 миллионов рублей. 33 человека ожидают, в очереди стоят 2 миллиона 950 тысяч рублей. Поселок Взып 53 человека пострадало, 8 миллионов 100 тысяч рублей было выделено, ожидают помощи 19 человек, в сумме 1 миллион 450 тысяч рублей. Село Аллахадзы пострадало 74 домовладений, выделено 9 миллионов 100 тысяч рублей. На очереди 41 семья, сумма 2 миллиона 550 тысяч рублей. В общей сложности в течение 2 недель будет выплачено 8,5 миллионов рублей. Ни одна семья не останется без поддержки и без помощи, ни одна семья, которая пострадала в результате стихийных бедствий. Хорошо, благодарю за работу. Так и нужно. Наша с вами задача служить нашим гражданам, а в такие сложные моменты, в такие сложные ситуации, когда они оказываются, быть рядом. Это правильный подход. Передайте слова благодарности коллективу вашей администрации. В августе в бюджет республики поступило 453 миллиона рублей налоговых платежей, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Выполнение плана составило 113%. За 8 месяцев в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 2 миллиарда 902 миллиона рублей. Выполнение 124%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 565 миллионов рублей. В этом году в 14-й Сухумской русской школе не смогли открыть абхазский сектор из-за того, что не было абхазоговорящих детей. С такой ситуацией сталкиваются и в других школах столицы, где есть абхазский сектор. В то время как некоторые учебные заведения переполнены и там вынуждены работать в 2 смены. В других школах из-за нехватки детей закрываются классы. Тему продолжит Лаура Капш. Кто мешает нам сегодня говорить на абхазском языке? Почему родители, носители абхазских фамилий, отдают своих детей в школы, где обучение ведется только на русском языке? Почему получается так, что в некоторых школах перебор учеников, а в других не хватает детей? На сегодняшний день в Сухуме 10 русских школ. В 5 из них есть абхазский сектор, а в остальных нет. В столице 3 абхазских и 1 армянская школы. В этом году в 14-й русской школе, которая находится на турбазе, не смогли открыть абхазский сектор из-за того, что не было абхазоговорящих детей. Родители отказываются отдавать своих детей в абхазский сектор, объясняя это тем, что они не могут заниматься с детьми. Им тяжело выполнять задания на абхазском. А ведь здесь стоит отметить, что главное, чтобы ребенок слышал родную речь в семье. В абхазском секторе было 2 детишек, но одна мама сказала: я не могу, здесь 2 всего детей, и перевела она в другую школу ребенка. И остался 1 ребенок только. В конце учебного года, в мае месяце, мы каждый год занимаемся переписью детей. 5-леток, 6-леток и до 15 лет. Естественно, мы планируем, сколько деток могут к нам прийти теоретически. И весь микрорайон, начиная с Белого моста и заканчивая Ущельем, закреплены за определенными педагогами. И когда они начинают приглашать в школу, у нас есть и абхазский сектор, и русский сектор, большая часть нам дает ответ: мы идем в 10-ю, мы идем в 1-ю школу. Мы, если в русский сектор придут. Да, приводят детей с абхазскими фамилиями, но, к большому сожалению, или ребенок не понимает вообще, или смешанная семья, большая часть. Есть семьи, конечно, где и мама абхазка, и папа абхаз, и владеют абхазским языком, но они нам отвечают: мы хотим, чтобы на русском языке обучался наш ребенок. В 14-й школе на сегодняшний день обучаются 472 ученика, а в 1 класс пришли 45 детей. Из них практически на абхазском никто не говорит, но почти все они абхазы. Там максимум 2-3, которые понимают язык, а так в основном не разговаривают на абхазском.
Все дети абхазы или смешанные? Нет, смешанные. Здесь разные национальности, и армяне, и абхазы, и русские, и узбеки, смешанные все. Абхазов больше или? Да, в этом классе абхазов больше. У каждого педагога абхазского сектора есть свой кабинет. Учителя готовы оставаться и после уроков, чтобы заниматься с детьми, причем бесплатно. Но даже это не стимулирует родителей, отмечает директор школы Рита Бения. И такая картина сохраняется уже 2 года. У нас есть абхазский сектор в 3 классе, в 4 классе, 6 класс есть, 7, 8, 11 у нас есть. Ну, где-то 4 человека, где-то 7, где-то 8 человек, где мы смогли. Или родители привели, наверное, убедили в те годы, наверное, это. А последнее время, вот последние 2 года нам очень сложно. Мы очень переживаем. Мы же не только уроками и изучением языка занимаемся, мы же готовим их потом более позже и ко всяким конкурсам, олимпиадам. И, к сожалению, я боюсь, мы подойдем ко времени, когда некому будет читать даже стихотворение на каком-то конкурсе на абхазском языке. Ситуация, возможно, поменялась бы, если набор в школы осуществлялся по микрорайону, отмечает Рита Бения. Чаще всего родители нам ответ дают. Если бы я хотел бы в абхазский сектор, я бы отдал бы в абхазскую 10-ю школу или в 1-ю. Наш микрорайон весь уходит туда. Переполнены, где 150-160 первоклассников набирают и не умещаются в школы. А есть школы, где нет мало детей. А если по микрорайону, и не были бы они переполнены ни 2-я, ни 3-я, ни 10-я, наверное. Такая же ситуация и в 13-й школе. Из-за того, что нет абхазоговорящих детей, не смогли открыть абхазский сектор. Здесь в абхазском секторе остался только 4 класс. То есть, если вначале мы говорили, что 5 русских школ с абхазским сектором, то скоро придем к тому, что их будет 3, поскольку в 13-й и 14-й школах потихоньку закрываются классы. Возможно, у нас в государстве нет такой программы, которая прямо обязывает всех учить родной язык, потому что у нас дело производства на русском, и все вот собрания, совещания всякие на любом мероприятии, все это проходит на русском языке. И необходимости в том, чтобы трудиться над родным языком, нет. Мне кажется, вот это тоже важное значение имеет. Если бы родители, допустим, осознавали бы вот это вот, осознанно отнеслись бы к этому, и каждый бы пошел бы в школу, которая находится в его районе, конечно, ситуация была бы намного проще. Ну, это родителям сложно объяснить, что вот идите к себе в район, а вот совсем их не принимать. Вот родитель захотел прийти в школу, допустим, с нового района в 4-ю школу. Ну вот такого закона, который бы запрещал ему это делать, нет такого закона. И мы пытаемся иногда, конечно, как-то объяснить, но это пока не очень хорошо работает. Никто не может по-настоящему считаться патриотом своей нации, если не знает или не стремится знать родной язык. А дети – это будущее страны. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Премьер-министр Александр Анква поздравил первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директора Института стран СНГ Константина Затулина с 65-летием. Александр Анква пожелал ему здоровья, долгих счастливых лет и дальнейших успехов в политической деятельности. С юбилеем Константина Затулина поздравил также спикер парламента Лаша Ашуба. Спикер отметил, что в республике высоко ценят личный вклад Константина Федоровича в защиту и отстаивание права народа Абхазии на самоопределение и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Абхазией и Россией. Лаша Ашуба выразил уверенность в том, что глубокие знания, целеустремленность, энергия и авторитет юбиляра будут и в дальнейшем способствовать успехам в реализации новых идей и планов. 7 сентября отмечает день рождения ректор АГУ, профессор, доктор физико-математических наук,
Академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной академии наук, академик РАЭН, кавалер ордена Ахицапша I и II степеней Олеко Гварами. От коллектива Московского государственного университета и от себя лично Олегу Алексеевича поздравил ректор МГУ Виктор Садовничий. Ректор МГУ отметил большой вклад Олеко Гварами в сохранение евразийского образовательного и научного пространства и выразил ему благодарность за многолетнее сотрудничество. С днем рождения Олег Алексеевич также поздравил родной коллектив, профессорско-преподавательский состав АГУ. Наступил бархатный сезон. И хотя в республике заметно снизилось количество туристов, ательеры говорят о хорошем спросе на отдых осенью. Нынешний летний сезон выдался отчасти непростым. Как отметили в Министерстве туризма, на успешности сезона сказались два фактора – погода и общая чувствительность потребителей к любой нестабильности, в том числе курсу валют, геополитической обстановке, стоимости авиабилетов, проживания и так далее. Август, однако, был более стабильным. Практически все объекты туристической сферы, предоставляющие услуги по размещению гостей, были заполнены на 100%. Какие ожидания от осенней поры в турсфере и почему туристы выбирают именно это время для отпуска, расскажет Рада Чичава. В последнее время и в особенности в прошедший сезон наблюдается новая тенденция на самостоятельный отдых, а потому учесть весь турпоток за лето не представляется возможным. Однако в бархатный сезон, то есть с началом осени, традиционно наблюдается туристический рост. Погода ожидается благоприятной, и ательеры ожидают притока гостей. Весь месяц он окажется довольно теплым. Будут определенные дни, когда температура опустится порядка на 1-2 градуса, но это несущественно. Более существенное понижение мы ожидаем уже в конце месяца. И по среднестатистическим данным можно сказать, что аномального похолодания в этом месяце мы никак не видим, всего того, что температура морской воды держится в довольно высоких значениях. Это порядка 27-28 градусов. Во второй половине относительное понижение, но, как я уже сказала выше, не более 1-2 градусов. Бархатный сезон может продлиться числа до 10-15 октября. С наступлением осени ценовая политика значительно меняется. Ательеры предлагают более выгодные цены, проводят акции, понижают общую стоимость проживания. Спадает жара и относительно освобождается инфраструктура. Это и привлекает туристов посетить курорт в бархатный сезон. Как отметили сами ательеры, уже сейчас есть бронирование на предстоящий месяц и на начало октября. В гостинице «Интерсухум», расположенной в центре столицы, заполняемость на данный момент 70-80%. Сосо Каджая, директор отеля, рассказал, что в сентябре туристы приезжают в среднем на более долгий срок – от 10 дней. Бархатный сезон у нас сейчас нормально. Приезжают люди, но наполняемость где-то 70-80% пока. Я надеюсь, что будут еще. Люди идут, которые уже привыкли к этому сезону. Я имею в виду, постарше возраст. Уезжая, говорят, мы хотим еще приехать. В дизайнерском бутик-отеле «Гаруда» заполняемость за прошедший сезон достигла 95-97%. А на данный момент сентябрь и начало октября практически полностью забронированы. Как отметила управляющая Диана Тарнава, бархатный сезон ожидается весьма успешным. Основной сезон, как уже мы знаем, подходит к концу, и сейчас у нас начинается так называемый бархатный сезон. Поэтому мы ждем тоже большое количество гостей, туристов. Уже основная часть сентября и начало октября уже распродано. Поэтому могу сказать то, что сезон бархатный ожидается тоже неплохой в Абхазии, по нашим данным. Что касается октября, могу сказать так, то, что сейчас пока забронированы первые числа, но октябрь, все зависит от погоды. Октябрь всегда загружается по факту. Если гости видят то, что погода солнечная, теплая в Абхазии, то покупают путевки и приезжают. В прошлом году, даже благодаря погодным условиям, у нас и ноябрь был очень хороший, и бархатный сезон растянулся до середины ноября.
В бутик-отеле «Леон», по словам помощника главного бухгалтера Лорены Матуа, также ожидают большого притока туристов. Заполненность отеля уже сейчас составляет практически 100%. Что касается бронирования в нашем отеле, практически оно такое же, как и летом, сентябрь, ноябрь. Даже на январь у нас уже есть бронирование. Сентябрь у нас отель практически полный, и ноябрь, и октябрь тоже. А летом приезжают семьи с детьми, то сентябрь, октябрь, больше там постарше люди. Туристы, выбравшие для себя отдых в бархатную пару, рассказали, что традиционно приезжают в Абхазию именно в осенний период. Вот уже 3-й год подряд, именно в этот период времени мы приезжаем сюда. Подруга меня всегда поддерживает. У нас уже здесь есть люди, которые нам сдают квартиру, прям близко вот к морю. Ну и потом здесь очень гостеприимные люди. Погода великолепная, море чудесное. Очень нравится. Потому что почему сейчас в сентябре не очень жарко. Хорошее море теплое, чистое. Как говорят, Абхазия – страна души. Бархатный сезон сам по себе, но, правда, в этом году что-то жарковато. Мы рассчитывали, но море очень теплое, замечательное. Дельфинов наблюдали, чего только не увидели. По данным Министерства туризма, на сентябрь сохраняется хорошая динамика. В сравнении с прошлым годом спрос вырос до 20%. Как и весь сезон, глубина продаж остается в рамках 7-14 дней. Во многом успех бархатного сезона будет зависеть от погоды и от тех цен, которые установят ательеры. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Обсудить сотрудничество в различных сферах в Калугу приехали министр туризма Абхазии Тимураз Хишба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хакба, глава администрации Чимчирского района Беслан Бигвава и первый заместитель главы администрации Гагарского района Адам Урцишба. На встрече с руководством городской администрации речь шла о взаимодействии в сфере экономики, туризма, образования, спорта и молодежной политики. Были затронуты вопросы реабилитации участников боевых действий. Айбашра Ансоз, авторский проект Ирины Агарба, зазвучал на русском языке. 18 передач, в которых главные герои, свидетели и участники страшных событий Отечественной войны народа Абхазии. Спустя годы раны все еще кровоточат. Ужас пережитого и горечь утрат не позволяют людям забыть. Многих из героев проекта уже нет в живых, но их истории будут жить вечно. И теперь весь мир узнает о зверствах грузинского фашизма. Об Отечественной войне народа Абхазии написано и сказано немало, но до сих пор не до конца понятны истоки той агрессии, а порой звериной ненависти, которые в первые же часы грузинского вторжения выплеснулись на мирных граждан только за то, что они не принадлежали грузинской нации. Увы, на войне вооруженные люди неизбежно убивают друг друга, стараясь нанести как можно больше урон живой силе противника. Но когда военные расправляются с беспомощными стариками, женщинами и детьми, это уже трудно объяснить с точки зрения военной тактики и стратегии. Это скорее из области агрессивного национализма. Оккупанты при активной и массовой поддержке грузин, проживавших в Абхазии, убивали, грабили по национальному признаку, в первую очередь абхазов. В 2012 году вышел цикл передач на абхазском языке журналиста Ирины Агарба «Айбашра Ансоз». Сотни историй, массовые убийства, включая детей, женщин и стариков, сожжение живьем мирных жителей, изнасилования, неслыханные по жестокости пытки. Обо всем рассказывали люди, перед чьими глазами убили близких людей. Уже 8 сентября этот проект прозвучит и на русском языке. Идею гендиректора АГТРК Ирины Агарба поддержала Государственная комиссия по подготовке празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Чтобы знали о грузинском фашизме, правду о нем. Ножки детей были целыми, не обгорели. Вот так и опознал их. И так 3 моих внуков. В том числе месячного ребенка мы похоронили в одном ящике. Каждый вечер с 8 сентября на канале Абхазского телевидения. Русская версия проекта «Айбашра Ансоз. Когда шла война». Передач 18. 6 из них на русский язык за 1 месяц перевела заместитель генерального директора АГТРК, журналист Анна Гуния. Анне и сейчас сложно говорить об этих страшных историях, которые навсегда оставили след в ее душе. Она вместе с героями передачи прошла путь скорби, отчаяния и потерь. Я знала, что это будет непростой материал, эмоционально непростой. Я слушала их на абхазском языке.
Но это было даже сложнее, чем я себе представляла. Помимо ответственного текста, то, что ты должен передать переживания, да, рассказывающего, помимо этого очень трудно воспринять информацию, потому как, когда ты переводишь, ты это представляешь. Ты должен перевести, насколько это возможно, точную мысль говорящего человека. Если ты хочешь точно передать его мысли и его переживания, ты должен это прочувствовать. Иначе перевести невозможно. Понятно, как это оказаться в руках беспощадного врага. Непонятно, как люди, совершившие такие чудовищные деяния, продолжают жить. Место имело быть в Очимчире. Один из первых выпусков, который перевела Анна. Конец войны. Убили практически всю семью. Постучались в дверь. Они узнали соседа, сосед грузин Мингрел. Я на всю жизнь запомню его имя и фамилию. Это Гурам Шанава. Когда сказал, что это Гурам, ему дверь открыли. Семья абхазская, пагавовцы. Открыл сам хозяин, и там же на месте у порога его расстреляли. Семья, естественно, разбежалась со страху. Семья — это кто? Его жена и 4 детей. Самой старшей Жанне было 18 лет. Следующий парень Эдуард, ему было 17 лет, 6-летняя девочка и еще одна, вот имена сейчас не могу точно вам сказать. Значит, когда начали стрелять по дому, мама выхватила младшую сестру 6-летнюю и залезла под кровать. Эдуард еще с одной младшей сестрой, они залезли под швейную машинку. Когда начали стрелять хаотично, пуля попала в позвоночник матери, и мама умерла под кроватью. Девочка испугалась, начала орать и выбежала из-под кровати. Когда девочка выбежала из-под кровати, старшая сестра тоже вышла из-под укрытия, чтобы защитить свою сестру. Надругались над этой старшей сестрой. Вот эти мужчины взрослые изнасиловали ее на глазах у этой младшей сестры, которая все время кричала. А потом встал вопрос, что делать с этой младшей девочкой, 6-летней. Вот эти чужие люди, грузины, они сказали, что мы не можем убить девочку. А вот этот Гурам Шанава, сосед, сказал, ее надо убить, потому что она меня узнает. И они ее застрелили выстрелом в голову. Все это видели Эдуард и его сестра, которые сидели под этой швейной машиной. Эта история доказывает, что в ходе преднамеренного уничтожения абхазов, как правило, грузины не щадили даже своих односельчан, друзей детства, знакомых. Проект «Айба Шранцоз» — это непридуманные истории из жизни и тяжелые воспоминания про войну. Еще один случай в Ктол, когда женщина-мать рассказывает, когда сын ее подорвался на мине, ногу не нашли, отец каждый день искал эту ногу, в конце концов, она даже помнит, сколько дней они искали, 78 дней она озвучивает. Привезли, говорит, ногу, она не позволила открыть гроб сына, и просто они похоронили поверх гроба. И она говорит такую фразу: во-первых, когда ты переводишь, сами эмоции, да, как мать, как какое-то состояние у матери, да, было. А потом само вот надо отходить от эмоций, думать, надо его дословно перевести, чтобы это прочувствовать. Я перевела как горестный крик матери, слышала все село. Но мне кажется, даже вот это до конца не передает, потому что вот так прочувствовать все это было сложно. Но с одной стороны, да, с другой стороны, эти факты имели место в нашей жизни. Я рада, что я причастна к этому проекту, что я тоже какой-то свой вклад внесла, потому что это бесценные материалы, это наша история, это бесценный архив. Для чего? Для того, чтобы мир услышал, что творили здесь грузины во время войны.
На самом деле проект на абхазском языке. Почему возникла идея ее перевести на русский? Потому что это ограничивает слушателей. Не все это знают. Сегодня у грузин есть больше возможностей, чем у нас, донести и рассказать, что вообще они творили, что происходило в 1992 году. Ведь они по-другому все это рассказывают миру. Европа, Америка и весь остальной большой мир, гуманный мир. Как они считают, как они к этому относятся, да? Они знают, что это был геноцид абхазского народа. И такое они творили с мирными жителями. Это не придуманные истории, это не фильм, это не триллер. Это то, что с нами делали 30 лет назад. Помимо Анны Гуния, переводом передач занималась редактор АГТРК Ирина Аршба, Алина Ажиба, Илона Квициня. Одно дело перевести, другое – подобрать озвучиваемого героя. Все мужские роли озвучил системный администратор АГТРК Рустам Харцизов. Мальчик Пипия. Отец этого мальчика работал в нашей больнице шофером. Они как бы на склоне жили. И снаряды прямо туда попали. Когда разорвался снаряд, ребенка убило на месте. Самое сложное, ну не знаю, как-то, наверное, поймать ритм нужно было. Там каждый человек как-то по-своему, со своими эмоциями как-то рассказывал свои истории. И приходилось как-то подстраиваться, как-то попытаться уловить характер человека, его тембр иногда даже бывало пробовал. Эмоционально я старался, чтобы не было сложно читать все это, я старался особо не перепроводить через себя эмоционально, потому что иногда там очень такие довольно страшные истории. Я старался просто вот как читать вот как книгу и рассказывать просто как рассказ. Не менее важен и монтаж. Все передачи уже смонтировала режиссер выпуска новостей Оксана Топагу. Редактировать видео и подставлять звук – это важный процесс в создании любого проекта. Что касается Оксаны, она не только занималась склейкой кадров, удалением ненужных фрагментов, применением эффектов, добавлением текста, графики или музыки, но и синхронизировала. Было очень тяжело, вот эмоционально тяжело. Одна история, не знаю, можно сказать, хуже другой. Люди рассказывают такие вещи, ну, уму непостижимые. Я даже не знаю, как человек может быть способным на такое. Особенно, когда это касается детей, это было невозможно. Ну, без слез и рыданий невозможно было вообще работать. И первые дни, когда я выходила отсюда, мне было очень тяжело все время, вот грусть, какая-то тоска. Я даже вот со своими коллегами не могла общаться нормально, вот какое-то депрессивное какое-то было такое состояние. Ну, тяжело, конечно. Я даже не знаю, кто бы вообще за такое может ответить. Это очень тяжело, это очень жестоко. А есть села, допустим, которые, ну, жители сел рассказывают тоже вот во время войны, где они были и вообще что и как было. Есть села там, где не было войны, допустим, но, ну, имеется в виду, там боевых действий не было, но тем не менее бомбили, людям приходилось босиком, без обуви, зимой без одежды, когда начинали бомбить, бежать с детьми, не знаешь куда, где укрыться. И когда вот они рассказывают такие вещи, одна женщина, я помню, рассказала, что она 6-месячного ребенка дома забыла, пока она собирала других, когда начали бомбить. И потом уже после того, как все, ну, прояснилось, она вспоминает о том, что у нее еще вот полугодовалый ребенок. То есть... iBashransos был создан в 2012 году при поддержке сотовой компании А-Мобайл. Истории людей из Ачимчирского, Сухумского, Гагарского районов и села Ишеры уже на русском языке прозвучат в эфире АГТРК 8 сентября. Сария Кварцхеля, Камила Джопо, Абхазское телевидение. К другим новостям. Открытое хищение чужого имущества, грабеж, имевший место в Гагре, вменяется жителю поселка Цандрипш. Расследование проводится следственным отделом Гагарского РУВД. Подробнее в оперативной съемке Министерства внутренних дел республики.
В отношении жителя поселка Цандриб Шахмладжан А.И. Кондраниковича следственным отделом Гагарского РУВД проводится расследование в рамках Соединенного уголовного дела. Последнему вменяется открытое хищение чужого имущества, грабеж, совершенный в отношении заявительницы, который имел место в городе Гагра. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по Гагарскому району злоумышленник был установлен и задержан. Похищенный телефон изъят. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного установлено, что последний, действуя из корыстных побуждений, путем взлома замка входной двери проник в магазин, расположенный в городе Гагра, откуда похитил денежные средства, алкогольную и табачную продукцию. Расследование продолжается. Гражданин Шахмладжан заключен под стражу. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 8 сентября на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.